Сотни уйгурских песен оказались спецзапретом. Разберемся, почему так вышло. Музыка ведь часто о простом. Ну, например, о дружбе. И вот слово «достум» понятно людям в самых разных странах. Или вот еще одна вечная тема — связь с родной землей. Название «юртум» — это тоже про общее для всех чувство принадлежности. Но вот в чем дело. Эти песни власти Китая назвали проблемными. А почему? Ответ нашелся в одной слитой аудиозаписи с лекцией для рабочих. Главная мысль там такая: идеология — это передний край обороны государства. В итоге все проблемные песни разделили на 7 четких категорий. Итак, первые 3 — песни, искажающие историю или призывающие к экстремизму. Дальше идут песни, что очерняют счастливую жизнь или просто содержат что-то аморальное. Насколько все это серьезно? Вот, к примеру, песня «Где мои родители?». Ее записали в первую категорию — обвинение, разжигание сепаратизма. Или вот еще песня «Моя любимая мама». Что в ней может быть не так? Оказывается, она очерняет счастливую жизнь и поощряет недовольство. Самое интересное, что многие из этих песен раньше крутили по гостелевидению. Официально в списке более 120 песен, но формулировки такие, что под запрет попадет что угодно. Из распространения таких песен наказывают, причем очень даже серьезно. Вот реальный случай. 10 суток ареста по закону о борьбе с терроризмом. За песню. Людям прямо говорят: следите и за собой, и за другими, и сообщайте, куда следует. Мнения в сети, конечно, разделились. Одни говорят, это культурное стирание, другие — борьба с экстремизмом. Получается, музыка перестает быть искусством. Теперь это возможная улика. И главный вопрос остается открытым. Где же та грань между искусством и преступлением? Приветствую. Подумайте вот о чем. Может ли обычная песня быть преступлением? Оказывается, да. Сегодня мы как раз и поговорим о том, как музыка, культурное наследие целого народа, песни, которые люди пели веками, вдруг стали поводом для полицейского контроля. Вот послушайте. Где мои родители? Это не просто вопрос. Это название песни. Согласитесь, простая фраза. Абсолютно общечеловеческая, которая трогает за живое. И вот тут-то и возникает главный вопрос, который мы сегодня разберем, каким образом такая, казалось бы, невинная песня может считаться преступлением. Давайте попробуем в этом разобраться. Но чтобы понять, почему на эту музыку вообще наложили запрет, нужно сделать шаг назад и посмотреть, а что она, собственно, значит для уйгурского народа. Понимаете, это ведь не просто набор мелодий, это буквально душа их культуры, то, что сопровождало их веками, в быту, на праздниках, в любых жизненных ситуациях. И посмотрите на темы этих песен. Родина, мама, дружба, жизнь, разлука. То есть абсолютно универсальные вещи, понятные любому человеку в мире. Но самое интересное, даже парадоксальное, знаете что? Многие из этих песен раньше были совершенно легальны. Более того, их одобряла государственная цензура. Их крутили по государственному телевидению. И вот в какой-то момент все резко меняется. Происходит поворот, и культура из достояния превращается в угрозу. Так, а как это объясняет само государство? Давайте посмотрим на официальную позицию. Вот эта цитата, она из одного пропагандистского видео, которое просочилось в сеть, и она на самом деле очень хорошо объясняет логику властей. Дестабилизация общества начинается с проникновения идеологии, понимаете? То есть если следовать этой логике, то культура — это уже не просто культура, это настоящее поле битвы за умы. И чтобы как-то обосновать такие, прямо скажем, жесткие меры, власти даже ввели специальный термин — 3 силы зла. И именно в пособничестве этим 3 силам — сепаратизму, экстремизму и терроризму — и обвинили музыку. Хорошо, но как они решают, какая песня проблемная, а какая нет? Тут все серьезно. Для этого разработали целую систему. Есть 7 четких категорий, по которым песни, по сути, объявляются вне закона. И вот они, эти 7 категорий. Если вчитаться, становится понятно, что они охватывают, практически все. Искажение истории, религия, недовольство жизнью, да что угодно. С такими широкими формулировками под запрет, по сути, может попасть любая песня, которая просто не вписывается в официальную повестку.
Давайте для примера разберем первую категорию. Звучит она так. Искажение истории и разжигание сепаратизма. То есть это песни, которые, по мнению властей, продвигают сепаратистские идеи или как-то не так трактуют историю. А теперь, внимание, давайте посмотрим, что же попало в эту категорию. Песни с названиями «Моя Родина», «Мой родной язык» и да, та самая песня, с которой мы начали «Где мои родители?». Чувствуете контраст? Сухая, казенная формулировка и вот эти живые, очень человечные названия. Это, конечно, поражает. Или вот, к примеру, третья категория — принуждение к вере в религию. Сюда попадают песни, где есть хоть какие-то религиозные мотивы. Официальное объяснение такое, мол, эти песни навязывают веру и мешают проводить государственную политику свободы вероисповедания. И к чему это приводит? А к тому, что даже совершенно обыденные вещи, например, традиционное приветствие «Мир вам», «Ассаляму алейкум», которое используется во всем исламском мире, тоже объявляется проблемным и оказывается под запретом. Ну, хорошо, с категориями понятно. А что будет, если обычный человек просто послушает или, скажем, поделится такой песней? Какова цена такого плейлиста? Вот тут мы переходим к реальным последствиям. Ответ простой и страшный. 10 суток. 10 суток административного ареста. Это стандартное наказание, которое приводят в официальных документах для тех, кого поймали за распространение неправильной музыки. И вот реальные примеры из тех же инструктажей. Поделился фоткой с музыкой в одной соцсети — 10 суток. Переслал песню в мессенджере — 10 суток. Выложил видео с неправильным саундтреком — снова 10 суток. И тут важно понять, наказывают ведь не авторов, наказывают обычных пользователей, просто за то, что они добавили песню фоном к своему видео. И все это по законам о борьбе с терроризмом. Конечно, власти дают и инструкции, как всего этого избежать. Скачивайте музыку только из официальных источников. Если песня нигде не ищется, она подозрительна. Сообщайте о сомнительном контенте. По сути, людей подталкивают к тотальной самоцензуре и даже к доносам друг на друга. А вот эта последняя фраза «не испытывайте удачу» звучит уже как неприкрытая угроза. Давайте теперь попробуем посмотреть на всю эту ситуацию немного сверху. Ведь существует два совершенно разных, полярных объяснения, зачем все это делается. Итак, вот эти две интерпретации, обе они взяты из исходных материалов. Первое — это целенаправленное стирание уникальной культуры, которая просто прикрывается лозунгами о безопасности. Цель — уничтожить любое проявление уйгурской идентичности, которое не контролируется партией. И вторая, официальная интерпретация — это необходимый шаг в борьбе с экстремизмом, что это делается для процветания региона и для стабильности жизни всех граждан. Есть одна цитата в материалах, которая, кажется, очень точно суммирует весь этот конфликт. Звучит она так: «Песни о языке, вере, морали, семье, памяти и утрате рассматриваются не как искусство, а как улики. Вдумайтесь, искусство становится уликой». И вот в конце хочется оставить один вопрос, который, наверное, и является главным. Когда искусство превращают в улику, что теряется на самом деле? Это не просто вопрос о музыке. Это вопрос о том, какую цену платит общество, когда сама культура объявляется преступлением. Всем привет! Сегодня мы будем разбирать два источника, которые, на первый взгляд, вообще из разных миров. Да, совершенно. С одной стороны, у нас есть фрагмент такого большого лингвистического проекта. Называется он «Международный словарь названий уйгурских песен на 9 языках». Очень академично звучит. Именно. И вот просто, чтобы вы почувствовали атмосферу, вот пара названий оттуда сразу с переводом. «Моя родина», «Мой друг», «Моя любимая мать», «Дружба». То есть темы, которые понятны абсолютно каждому, где бы человек ни жил. Это же такой универсальный культурный код. Да. Такие песни, мне кажется, есть у любого народа. Они говорят о самых базовых вещах. Семья, дом, какие-то привязанности. Именно. А вот с другой стороны, у нас статья от 9 января 2026 года. Называется она «Проблемные песни. Как криминализируется уйгурская музыка». Уже совсем другой тон. Совершенно. Статья эта основана на просочившейся в сети аудиозаписи. Это идеологический инструктаж для уйгурских рабочих в городе Кашгар.
И вот наша задача на сегодня как-то соединить эти две точки. Понять, как одно превращается в другое. Да. Как и почему песни с такими названиями, как «Где мои родители» или «Родной язык», вдруг оказались в списке проблемных, запрещенных, опасных. Давайте попробуем в этом разобраться. Эта аудиозапись — это, конечно, поразительный документ. По сути, это запись пропагандистского видео, которое показывают рабочим. И в нем чиновники, очень детально объясняют, почему сотни уйгурских песен теперь вне закона. Так, и какой там главный аргумент? Основной тезис властей, который вот красной нитью проходит через весь инструктаж, звучит примерно так. Идеология — это передовая линия национальной безопасности. Ага. А любая дестабилизация общества, по их мнению, начинается с разрушения идеологии людей. И главным инструментом этого разрушения объявляется музыка. Не книги, не какие-то там политические трактаты, а именно песни. Почему? Да, и вот что интересно, в статье это подчеркивается именно музыка. Не литература, не, скажем, изобразительное искусство. Вероятно, потому что она более эмоционально, более доступна. И легче распространяется. Именно. Гораздо легче. От человека к человеку, в обход всех официальных каналов. Мелодию ведь не нужно печатать в типографии. Ее можно просто напеть. И вот в этой записи музыка представляется как оружие. Оружие в руках западных враждебных сил и так называемых трех зла. «Три зла». Звучит как что-то из фэнтези. Что это за термин такой? Это на самом деле официальная формула китайской пропаганды, особенно в Синьцзяне. Три зла — это сепаратизм, экстремизм и терроризм. Понятно. И этот ярлык государство использует, чтобы оправдать практически любые репрессивные меры в регионе. Причем применяет его очень широко и гибко. И вот чтобы систематизировать эту борьбу, так сказать, на музыкальном фронте, ввели классификацию. 7 категорий проблемных песен. Хорошо, давайте тогда начнем с первой. Судя по всему, она самая главная. В записи она звучит как песни, искажающие историю уйгуров, разжигающие этническую ненависть и сепаратизм. Какие конкретно песни туда попали? В списке, который там зачитывают, есть, например, «Кок-буре», что значит «синий волк». Это важный тюркский мифологический символ. Есть песня «Уйгурум», «Мой уйгур», и вот уже знакомая нам «Юртум», «Моя родина». «Моя родина». Да, но что поражает больше всего, туда же попали песни «Азатаанам Каерда», «Где мои родители» и «Анателим», «Родной язык». Подождите, я пытаюсь понять логику. Песня «Моя родина» или «Родной язык», она же десятилетиями исполнялась. Ее крутили по государственному телевидению, она проходила все мыслимые цензурные комитеты. Что изменилось? Вот. Само содержание песни ведь не стало другим. Значит, дело не в словах, а в чем-то еще. И это абсолютно ключевой момент, который вскрывает статья. Происходит то, что можно назвать, ретроактивной криминализацией. Ретроактивной. То есть? Да, то, что вчера было легальной, одобренной и даже любимой народом частью культуры, сегодня задним числом объявляется преступлением. Задним числом. Именно. В статье есть очень точная формулировка по этому поводу. Изменилась не музыка, а терпимость государства к любому проявлению уйгурской идентичности, которая сохраняет память или моральные ориентиры вне контроля партии. То есть если раньше песня «Моя родина» воспринималась как такой локальный патриотизм, который вписывается в общую идеологию, то теперь любая идентичность, которая не является общекитайской, она рассматривается как потенциальный сепаратизм. Именно так. Любое напоминание об отдельной истории, культуре, языке стало восприниматься как угроза. И это не просто теоретические рассуждения. Это ведь напрямую отразилось на судьбах исполнителей. Да, в статье об этом говорится. Упоминается популярный певец Аблажан Авуд Аюб. Его версия песни «Моя родина» была настоящим хитом. Его приговорили к 11 годам тюремного заключения. 11 лет? Да. Или другой пример — легендарный исполнитель на дутаре Абдурахим Хейт. Его песни тоже попали в список. Он надолго пропал в системе лагерей перевоспитания. В какой-то момент даже пошли слухи о его смерти. И тогда власти опубликовали видео. Да, в ответ на это опубликовали постановочное видео, где он, выглядя очень скованно, подтверждает, что жив,
Но это видео вызвало еще больше вопросов, чем дало ответов. Если с песнями о родине и истории еще можно, при большом желании, увидеть какой-то политический подтекст, то следующие категории кажутся еще более всеобъемлющими. Что там еще в этом списке? Вторая категория — это песни, пропагандирующие терроризм и экстремизм. В качестве примеров там приводятся песни с названиями «Man All My Men», то есть «Я не умру», «Тур Орнингдин», «Встань», «Алга», «Вперед». Но ведь это максимально общие призывы. «Вперед» — это может быть девиз спортивной команды. «В стаю» — это может быть песня о том, как не сдаваться перед лицом трудностей. Как это автоматически приравнивается к терроризму. Контекст создается самим обвинением. В атмосфере борьбы с тремя злами любой призыв к стойкости или к действию, который не санкционирован партией, может быть истолкован как призыв к восстанию. Понятно. Но дальше еще интереснее. Категории 3, 4 и 5 бьют по религии и вообще по любым проявлениям недовольства. Туда попадают песни с названиями «Аллах береду», «Аллах даст» или «Ислам диген ниме». Что такое ислам? Угу. И что поразительно, запрещаются даже те песни, где просто используются термины «халянь» и «харам». Запрет за религиозные термины — это уже тотальный контроль над самим языком. Абсолютно. И вишенка на торте, под запрет попадают песни, которые, я цитирую, «полны жалоб на реальность и отрывают людей от мирской жизни». Полный жалоб на реальность? Но, позвольте, это же определение большей части мирового фолка, блюза, шансона, авторской песни. Искусство ведь очень часто как раз и рефлексирует на тему несовершенства мира. Конечно. Получается, любая грустная или критическая песня — это уже преступление? По сути, да. Эти категории, они просто вычищают любое пространство для музыки, которое отражает реальный жизненный опыт уйгуров, если этот опыт, конечно, не вписывается в официальный нарратив о всеобщем счастье и процветании. Любое сомнение, печаль, ностальгия — все под подозрением. Да, религиозные чувства. И самое важное, это ведь не просто запреты для артистов. Статья очень хорошо показывает, как это все отражается на обычных людях. То есть это не просто цензура радиоэфира, это касается каждого человека с телефоном в кармане. Именно. Речь идет о прослушивании, хранении на устройстве и, конечно, о распространении. В статье приводится несколько кейсов, которые, выглядят просто сюрреалистично. Например? Например, молодой человек, 22 года, назовем его Ахе, его задержали, и он получил 10 суток административного ареста. За что? Его преступление состояло в том, что он использовал песню под названием «Юдеди Як-Як» как фоновую музыку для своего фото и выложил это в соцсеть Квайшоу. Куайшоу — это что-то вроде TikTok, да. Да, это огромная в Китае платформа для коротких видео, прямой конкурент TikTok, который, к слову, в самом Китае называется Douyin. И вот за фоновую музыку к фото 10 суток ареста. Да. Вы только вдумайтесь. 10 суток ареста. Не штраф, не предупреждение, а реальный арест. За фоновую музыку к фотографии. Это выводит уровень контроля на совершенно какой-то иной уровень. И это не единичный случай. Другой пример из статьи. 21-летний Му Хуэ получил 10 суток за то, что просто поделился в своем личном аккаунте в WeChat песнями от Элеса Мэн Билен и Вичданс Бала. Просто поделился. Да. Третий, 32-летний Рохэ, получил те же 10 суток за видео в Douyin с песней «Мэн Хаят». Автор статьи делает совершенно однозначный вывод. Любое взаимодействие с проблемной музыкой может быть квалифицировано по антитеррористическому законодательству. Это, конечно, меняет все. Одно дело запретить артисту выступать на сцене или выпускать альбомы. И совсем другое, когда твой личный плейлист в телефоне может стать причиной ареста. Это превращает каждого человека в потенциального нарушителя. Именно. И это ключевой механизм контроля. Когда наказание становится настолько распространенным и затрагивает абсолютно бытовые вещи, это порождает тотальную самоцензуру. Люди начинают бояться собственной музыкальной коллекции. Это гораздо эффективнее, чем просто запрещать публичные выступления. Конечно, человек начинает контролировать сам себя. А каковы масштабы этого контроля? Как это вообще возможно технически отслеживать музыку на миллионах смартфонов? Статья приводит цифру. Только в одном уезде Янгисар, где проводился этот инструктаж, зарегистрировано 149 тысяч смартфонов.
149 тысяч. Да. И контроль осуществляется через комбинацию технологий и, так сказать, социальной инженерии. В той самой аудиозаписи рабочим даются предельно четкие инструкции. Какие? Одобренных государством приложений. Во-вторых, любая песня, которую нельзя найти в этих приложениях, автоматически должна считаться подозрительной. А в-третьих, вероятно, сообщать куда следует. Разумеется, третий пункт самый важный. Активно сообщать о любом сомнительном контенте в полицию по номеру 110. В записи даже есть прямая цитата представителя полиции, который предостерегает граждан не испытывать удачу. То есть создается атмосфера, где каждый должен не только следить за собой, но и, по сути, доносить на других. Да. И при всем этом тотальном контроле в статье есть интересная деталь. В конце инструктажа чиновник как бы пытается всех успокоить. Говорит, что запрещено всего около 120 песен. Это правда. И вот тут-то и вскрывается главное противоречие, на которое указывает автор. В самом видео перечисляется гораздо больше названий. А если посмотреть на формулировки категорий, жалобы на реальность, искажение истории... Да. Под них можно подвести практически любую песню из уйгурского фольклора, которая не является прямой хвалой коммунистической партии. То есть это не просто список из 120 песен. Это механизм, который можно применить к чему угодно и в любой момент. Понятно. И здесь мы подходим к самому сложному к оценке этих событий. В комментариях к исходной статье, которые тоже являются частью нашего источника, представлены две абсолютно полярные точки зрения. Хорошо, давайте их разберем. Какая первая? Первая точка зрения описывает происходящее как систематическое культурное стирание, ну или cultural erasure, которое просто замаскировано под политику безопасности. То есть это ширма, да. Сторонники этой позиции говорят, посмотрите на ретроактивную криминализацию песен, которые раньше были разрешены. Посмотрите на абсурдность запрета песен за жалобы на реальность. Это, по их мнению, доказывает, что настоящая цель не борьба с терроризмом, а полное устранение любого культурного самовыражения, которое находится вне тотального контроля партии. Логика понятна. А какая вторая, противоположная точка зрения? Вторая точка зрения, которая также представлена в источнике, утверждает, что действия китайского правительства – это успешная и, возможно, единственно верная модель борьбы с исламским экстремизмом. То есть они видят в этом благо? Да. Согласно этому мнению, такая жесткая политика спасла тысячи уйгуров от радикализации и втягивания в терроризм. Более того, сторонники этой позиции утверждают, что эта политика принесла в регион экономическое процветание, стабильность и повышение уровня жизни. С одной стороны, стирание культуры, а с другой – успешная борьба с терроризмом. Но как эти два нарратива могут сосуществовать? Они же описывают одну и ту же реальность, одни и те же действия. Именно в этом и заключается суть информационной войны вокруг этого вопроса. Статья показывает, что для сторонников второй точки зрения такие песни — это не культура, это инструмент радикализации. Ага. Они бы сказали, что запрет песни «Встань» — это не борьба с искусством, а предотвращение призыва к восстанию. Для них запрет песни, где упоминается Аллах, это не атака на веру, а пресечение распространения религиозного экстремизма. Это превентивные меры безопасности с их точки зрения. Именно. А для оппонентов государственная паранойя и культурный геноцид. И в качестве весомого аргумента сторонники официальной позиции приводят тот факт, что Организация исламского сотрудничества и ключевые мусульманские страны Саудовская Аравия, Пакистан, Иран, они не только не осудили политику Китая, но в некоторых случаях даже ее поддержали. Так, что же мы имеем в сухом остатке? Давайте попробуем собрать все это воедино. На основе этих двух источников, словаря с универсальными названиями песен и аудиозаписи с инструктажом, вырисовывается картина. Картина, в которой огромный пласт культурного наследия от колыбельных до гимнов родному краю был объявлен незаконным. Да? Музыка, которая веками объединяла людей, передавала ценности из поколения в поколение, теперь стала уликой, поводом для наблюдения, самоцензуры и реального тюремного срока. Да. Эти документы описывают реальность, в которой музыка — это не просто искусство, а потенциальное доказательство преступления. И это ставит перед нами фундаментальный вопрос, который выходит далеко за рамки конкретного региона. Вопрос о силе песни. Может ли мелодия о матери, о дружбе или о родном крае действительно представлять угрозу для современного государства?
Или же настоящая угроза для него — это коллективная память и независимая идентичность, которую эта мелодия хранит и передает? Сегодня мы разбираем очень интересный проект. С одной стороны, многоязычный словарь названий уйгурских песен. А с другой — аналитическая статья. Да, статья о том, как эту музыку целенаправленно криминализируют в Китае. Задумка, конечно, мощная. Очень. Но вот есть ощущение, что эти две части пока не работают вместе. Согласен, они как будто существуют параллельно. Именно. И в этом, мне кажется, главная точка роста. Сейчас у нас есть два сильных, но отдельных документа. Один такой почти научный артефакт — словарь. Да, а второй — острая публицистика. Они лежат рядом, и автор как бы говорит читателю: «Ну, связь же очевидна, додумайте сами». Но это не всегда работает. В этом и проблема. Вот эта недосказанность, она ослабляет удар. Понимаете? Проект рискует быть воспринятым как набор фактов, а не как цельное повествование. То есть сейчас это два снаряда, а нужно собрать из них одно работающее оружие. Отличная метафора. Да. И первый шаг — это создать единую структуру. Где одно прорастает в другое. Совершенно верно. Нужно отказаться от идеи, что словарь — это какое-то приложение или там справочный материал в конце. Он должен быть в центре. Он должен стать главным телом доказательства. Статья выдвигает обвинение, а словарь — это и есть улика. Живая улика. И как это сделать практически? Вплести название песен прямо в ткань повествования, чтобы каждый тезис статьи, каждое обвинение мгновенно иллюстрировалось примером. Да. И тут есть как минимум два мощных способа, как это выстроить. Так, интересно. Давайте их рассмотрим. Первый путь, он такой, более прямой и структурированный. В статье ведь уже есть готовый каркас. 7 категорий проблемных песен. Вот-вот. Можно взять эту структуру за основу всего материала. Представьте, вы начинаете главу с официальной формулировки. Что-то вроде «Категория 1. Песни, искажающие историю и разжигающие сепаратизм». Звучит очень абстрактно, по-бюрократически. Правда. А теперь сразу же под этим заголовком вы даете примеры из словаря. Уйгурум, то есть «мой уйгур», Анатылем, мой родной язык, Юртум, моя родина. И в этот момент все меняется. Абстрактное обвинение обретает плоть. Именно. Читатель видит, что за вот этой размытой формулировкой о сепаратизме скрывается запрет на абсолютно базовые понятия. Да, мой народ, мой язык, моя родина. Это уже не про политику. Это про основы идентичности. Точно. Вся формальная логика этого обвинения, она просто рушится, когда сталкивается с реальностью этих названий. И так можно пройти по всем 7 категориям. Это превращает чтение в такой активный процесс. Ты не просто потребляешь информацию, ты сам сопоставляешь и видишь весь абсурд. Да, но есть и второй путь. Возможно, он даже более эмоциональный. Интригует. Какой? Можно пойти от обратного, от частного к общему. Взять одну песню? Да, выбрать одну, самую, может быть, пронзительную. Например, «Ата-анам каерде». Где мои родители? Да. Вы начинаете с этого, показываете название, его перевод на 9 языков, как в словаре. Читатель видит английский, французский, японский. Мгм. И понимает, насколько это универсальный вопрос. Это вопрос любого ребенка в любой точке мира. Угу. Вы создаете очень мощное поле эмпатии. И вот когда читатель уже эмоционально подключился, вы наносите удар. Приводите факты статьи. Именно. Что за распространение этой песни? 10 суток ареста. Ух, это очень сильный ход. Мы как бы проводим читателя по эмоциональному пути. От универсального человеческого чувства к шоку от его криминализации. И это можно повторить несколько раз с разными песнями. Весь материал превращается в серию таких коротких, бьющих точно в цель новелл. Читатель уже не просто изучает какой-то список, он проживает эти маленькие истории. Да. И после 3-4 таких историй ему уже, в общем-то, не нужны дальнейшие объяснения. Он сам все поймет. Хорошо со структурой понятно. Мы делаем из словаря не приложение, а двигатель всего повествования. Но чтобы этот двигатель работал, ему нужно топливо. Так. И мне кажется, что сами по себе названия, даже такие говорящие, это еще не все. За ними же стоит огромный культурный пласт. Вы попали в самую точку. Это наш второй ключевой момент для улучшения. Расскажите. Ну, вот смотрите. Читатель видит название «Олай», «Колыбельная», «Достлук», «Дружба», «Туйлук»,
свадебный пир. Он понимает их, но на таком базовом словарном уровне. Он не чувствует их веса. Совершенно верно. Он не знает, что колыбельная — это не просто песня, а первая мелодия, которую слышит ребенок, нить, которая связывает поколения. А свадебный пир — это не просто трек на празднике, а целый ритуал. Да, без которого брак для многих просто немыслим. И вот без этого контекста запрет выглядит как очередной акт бюрократического безумия. Неприятно, но вроде как не смертельно. А на самом деле это целенаправленный удар по культурному коду, по самым основам повседневной жизни. Теряется масштаб трагедии. Это не просто запрет слов, это запрет ритуалов, общей памяти, способа выражать радость и горе. Вот, поэтому и предложение здесь оживить эти названия. Конечно, не для всех, а то это превратится в энциклопедию. Выборочно. Да, для нескольких самых показательных песен добавить буквально 2-3 предложения контекста, рассказать, где и когда они звучат, что они значат для обычного человека. То есть сместить фокус с вопроса «что запретили» на вопрос «что отняли». Точно. Возьмем, к примеру, песню Джарапазан. Песня Рамадана. Да, можно же добавить простое пояснение. Это не просто религиозный гимн. Это традиционное песнопение, которое дети, как коледующие на Рождество, поют, обходя дома во время праздника Рамадан. В обмен на угощение. Да, и сразу после этого мы напоминаем читателю, что эта детская, в общем-то, невинная традиция подпадает под категорию продвижения религиозной идеологии. Контраст будет ошеломляющим. Дети, поющие за конфеты, и... Именно. Или песня «Той лук», «Свадебный пир», уточнить, что это не фоновая музыка, а кульминация торжества, под которую танцуют молодожены и их родители. Угу. Благословляя новый союз. И тогда ее запрет — это уже не цензура в искусстве, это прямое вторжение государства в самый личный, самый радостный момент жизни семьи. Атака на саму возможность праздновать. Угу. В материале, кстати, упоминаются гиперссылки на некоторые песни. Эту идею же тоже можно развить. Безусловно, сейчас это просто ссылка. А представьте, если в цифровой версии рядом с таким описанием будет встроенный аудиоплеер. То есть можно будет прямо нажать и услышать. Да. Читатель читает про свадебную песню, про ее значение, и тут же может нажать на кнопку и услышать 15-20 секунд этой мелодии, живой, радостной. И в этот самый момент осознавать, что вот это звучание теперь преступление. Это создаст просто невероятный эффект присутствия. Сопереживание. Одно дело читать о запрете, и совсем другое слышать запрещенную мелодию своими ушами. Итак, мы собрали мощную конструкцию, зарядили ее эмоциональным содержанием, добавили контекст и даже звук. Получается очень сильное высказывание. Да. Но любое сильное высказывание неизбежно провоцирует ответ. И в материалах уже есть пример такой реакции, комментарий пользователя Student Singh. В которой, по сути, транслирует стандартные тезисы пропаганды. Вот, и это, как я понимаю, третья область для улучшения. Да, финальная. Сейчас текст находится, скажем так, в оборонительной позиции. Он представляет доказательства, но он не готовит читателя к встрече с контраргументами. Оставляет его один на один с доводами вроде «зато экономика растет» или «это борьба с экстремизмом». И это слабое место, потому что у неподготовленного читателя эти аргументы могут посеять сомнения. Значит, нужно перейти из обороны в наступление, такое превентивное. Именно. Не ждать, пока эти вопросы возникнут, а поднять их самим и разобрать прямо в тексте. И как это сделать, не уходя в какую-то долгую политологическую дискуссию? А для этого нужно использовать наше главное оружие — сам список запрещенных песен. Не нужно спорить, нужно просто возвращать оппонента к фактам. Хорошо, как это могло бы выглядеть? Допустим, берем главный тезис. Это не атака на культуру, а борьба с терроризмом. И мы отвечаем прямо в тексте. Хорошо, давайте откроем список экстремистских песен. Что мы здесь видим? И перечисляем. Да, Атам Нингули, Папин цветок, Анам Хадид, Подарок маме, Достлук, Дружба, Алилерха Альдырма, Не обманывайте детей. И задаем читателю риторический вопрос. Мы предлагаем ему самому ответить. Какое отношение колыбельные и песни о родительской любви имеют к экстремизму? Это не унижает читателя, а делает его союзником. Это обезоруживает. Мы не спорим, мы просто подсвечиваем абсурдность обвинений. Вот-вот. А как быть с аргументом про экономическое процветание?
про счастливую жизнь. Здесь та же самая логика. Мы говорим, нам рассказывают о росте благосостояния. Возможно. Но давайте снова посмотрим на список. Почему в этой счастливой стране запрещают песни с названиями «Турмуш дикен мушундак», то есть «Жизнь такова», или «Шахердики мусапир», «Странник в городе»? Почему нельзя петь о простых жизненных трудностях, о тоске по дому? Если официальная картина так прекрасна, почему так боятся песен, которые просто описывают реальность? Да, это подрывает весь их нарратив изнутри. Есть еще один, возможно, самый убийственный факт, который упоминается в статье, но его можно выдвинуть на передний план. То, что многие из этих песен еще несколько лет назад были официально одобрены государственной цензурой. Их крутили по гостелевидению, по радио. Это мощнейший удар по тезису о борьбе с давним сепаратизмом. Конечно, этот факт доказывает, что изменилась не музыка, не ее содержание. Изменилась политика государства. Да, вчерашняя лояльная культура сегодня объявлена вражеской. И это доказывает, что цель не борьба с неким экстремизмом, а стирание любой формы отдельной уйгурской идентичности как таковой. Понятно. То есть мы выстраиваем целую стратегию. Сначала единая повествовательная структура. Где список песен — главный аргумент. Затем мы насыщаем эту структуру эмоциональной глубиной, добавляя культурный контекст. И звук. И, наконец, выстраиваем непробиваемую защиту, превентивно разбирая контраргументы. Именно так. Это 3 шага, которые превратят очень хороший проект в выдающийся. Выковать единое оружие, зарядить его и построить защитное поле. Да. В результате получается не просто набор фактов, а цельная, убедительная и эмоционально заряженная история. Которая не оставляет читателя равнодушным. И дает ему все инструменты для понимания происходящего. Это невероятно ценные и, что важно, очень конкретные рекомендации. Думаю, после такой доработки материал выйдет на совершенно новый уровень. Уверена в этом. Обязательно присылайте его нам снова, когда внесете изменения. Будет очень интересно увидеть, что в итоге получилось. Добро пожаловать на программу «Дискуссия». Сегодня мы разбираем очень непростой материал, просочившуюся аудиозапись инструктажа для чиновников из Кашгара и связанный с ней список из более чем 100 уйгурских песен, которые были объявлены проблемными. Да, материал действительно сложный, и вопрос, который он ставит, он, по сути, фундаментален. Является ли вся эта кампания по запрету и, фактически криминализации музыки целенаправленным стиранием культурной идентичности под предлогом защиты от терроризма? Или же это, скажем так, взвешенная, пусть и жесткая реакция государства на реальную угрозу, где музыка используется как идеологическое оружие? Я намерена показать, что мы имеем дело именно с первым сценарием. Что эта кампания — это не что иное, как систематическая атака на саму суть уйгурской культуры, где самые, казалось бы, безобидные проявления культурной жизни приравниваются к угрозе государственной безопасности. Ну а я, в свою очередь, представлю аргументы в пользу того, что эти действия, какими бы они ни казались суровыми, являются необходимой мерой самозащиты государства. Это ответ на реальные, а не выдуманные угрозы сепаратизма и экстремизма, которые, надо признать, активно используют культуру как канал для своего распространения. Хорошо. Для меня отправная точка — это сам список запрещенных песен. Когда мы просто отвлекаемся от официальной риторики и смотрим на название, картина становится, по-моему, предельно ясной. «Моя родина», «Мой родной язык», «Дружба», «Где мои родители». Подавляющее большинство этих произведений — это же песни о базовых человеческих ценностях. О семье, о доме, о тоске по близким. Это культурный код, а не какой-то манифест террориста. И, что особенно показательно, многие из этих песен десятилетиями были в ротации на государственных радиостанциях, их одобряли официальные цензоры, и вдруг в один момент они становятся преступлением. Это говорит о том, что изменились не песни, а политика. И что по-настоящему поражает, так это механизм исполнения. 10 дней ареста за использование песни как фоновой музыки в личном профиле. Это не просто наказание, это сигнал каждому. Твое личное пространство, оно больше не является личным. Государство, по сути, заявляет, что может войти в твой телефон, в твою память и превратить самое невинное самовыражение в преступление.
Цель здесь не столько цензура, сколько внедрение страха, превращение каждого гражданина в своего собственного надзирателя. Но ведь есть и совершенно другой взгляд на эту проблему. Вы говорите о названиях, но, мне кажется, упускаете из виду контекст, который так важен для властей. В самой аудиозаписи чиновник прямо говорит, я процитирую, «Дестабилизация общества начинается с проникновения в идеологию». Вот он их главный страх. Они не борются с песнями о матерях как таковыми. Они борются с тем, что они называют идеологическим проникновением. Власти четко связывают эту проблемную музыку с так называемыми тремя злами – сепаратизмом, экстремизмом и терроризмом. Ну и, конечно, с внешними силами. Музыка здесь рассматривается просто как троянский конь для этих идей. Да, я соглашусь, категории запрета сформулированы, широко, может быть, даже слишком широко. Но они нацелены на конкретные, как им кажется, угрозы. Песни, которые искажают историю, пропагандируют терроризм или дискредитируют политику партии. И давайте не будем игнорировать тот факт, что в списке есть и такие названия, как «Посвящаю Туркестану» или «Синий волк», а это прямой символ пантюркизма. Можно ли ожидать, что государство, всерьез озабоченное сепаратизмом, просто проигнорирует такие сигналы? Они реагируют на то, что считают прямой угрозой, а не на культуру как таковую. Хорошо, давайте тогда начнем именно с этого. Вы говорите о сигналах и угрозах, но как тогда объяснить запрет песни, скажем, «Моя любимая мать» или «Жизнь такова»? Какую, скажите, угрозу сепаратизма или экстремизма можно найти в этих строках? Запрещая их, власти ведь не просто борются с несколькими проблемными символами. Они проводят черту прямо по-живому, по повседневной жизни, стирая грань между культурным наследием и преступлением. Утверждать, что песня о материнской любви несет в себе идеологическую угрозу, это же доведение логики безопасности до полного абсурда. Я согласен, что на первый взгляд это выглядит абсурдно. Но здесь ключевое слово — это контекст. В условиях, которые государство воспринимает как экзистенциальную угрозу, любой культурный продукт может быть переосмыслен и использован как оружие. Даже самая, казалось бы, невинная тема может стать инструментом для формирования чувства обиды, отчуждения, коллективной травмы. Возьмем ту же песню «Где мои родители?». Возможно, 10 лет назад это была просто лирическая композиция о сиротстве. Но сегодня, в текущем политическом климате, разве она не будет немедленно и, что важно, однозначно интерпретирована как подрывной политический комментарий? Государство исходит из того, что оно не может себе позволить роскошь игнорировать контент, который может быть использован для разжигания недовольства. Первоначальный замысел автора здесь просто не имеет значения. Но тогда возникает вопрос, а где провести черту? Если песня «Где мои родители» сегодня подрывная, то что насчет завтра? Любая песня о потере или тоске, любая элегия. Такая логика ведь ведет в тупик, потому что она позволяет объявить враждебным абсолютно любое проявление человеческих эмоций, которое не вписывается в позитивную партийную повестку. Это не защита от угрозы, это попытка контролировать сами чувства людей. Возможно, это и есть их цель — контроль. Они видят, как эмоции, которые усилены музыкой, становятся мощной политической силой, и они пытаются ее нейтрализовать. Они, видимо, не доверяют способности людей отделять лирику от политики, и поэтому решают проблему кардинально. Убирают сам раздражитель. Жестко, да, безусловно. Но с их точки зрения превентивно и эффективно. И вот это как раз и подводит нас к следующей, возможно, еще более серьезной проблеме ретроактивности этой цензуры. Речь ведь идет о песнях, которые люди слушали всю свою жизнь, которые были одобрены государством, звучали на свадьбах, передавались из поколения в поколение, и вдруг их объявляют вне закона. Это же не просто запрет, это удар по самой структуре права и доверия. Как человек может жить в обществе, где правила меняются задним числом? То, что ты любила вчера и что составляло часть твоей идентичности, сегодня может стать причиной твоего ареста. Это создает не безопасность, а постоянную изматывающую тревогу. Я понимаю, этот амурент, он, конечно, очень сильный с точки зрения прав человека и правовой определенности. Но давайте попробуем взглянуть на это с точки зрения государства, которое считает, что находится в состоянии, скажем так, гибридной информационной войны. В их парадигме угрозы не статичны, они постоянно эволюционируют.
и государство должно адаптировать свои контрмеры. В записи чиновник ведь не зря делает акцент на смартфонах. Песня, которая раньше была просто песней, сегодня, распространяясь за секунды через мессенджеры и соцсети, в их глазах становится вирусным идеологическим оружием. То, что было безопасно в аналоговую эпоху, становится опасным в цифровую. Политика просто пытается догнать технологии. Но разве такая адаптация не разрушает само понятие закона? Если правила могут измениться задним числом в любой момент, как люди могут, в принципе, доверять государству? Это создает ситуацию, в которой любой аспект твоей культурной жизни может быть внезапно криминализован. Сегодня это песня, завтра традиционный орнамент, послезавтра историческая книга. Это путь не к стабильности, а к обществу, которое парализовано страхом перед собственным прошлым. Люди начинают бояться собственной памяти. С точки зрения права, да, это разрушает его основы. Но с точки зрения технократического управления безопасностью, они могут рассматривать это как необходимую гибкость. Для них стабильность важнее правовой предсказуемости. Они видят, как быстро распространяются идеи, и считают, что старые медленные юридические механизмы, они просто не работают. Они предпочитают действовать быстро и решительно, даже если это означает отказ от фундаментальных правовых принципов. Для них это выбор меньшего из зол. Хорошо, но эта адаптация заходит еще дальше. Возьмем категорию песен, связанных с религией. Запрещаются песни с упоминанием Аллаха, Рамадана, базовых понятий вроде халяль и харам, песни с такими названиями, как «Мир вам», «Ассаламу алейкум» или «Что такое ислам». Это ведь уже не просто культурное наследие, это часть повседневной религиозной практики для миллионов людей. Это уже не борьба с несколькими радикальными символами. Это прямое вторжение в сферу веры. Как это вообще можно оправдать борьбой с экстремизмом? Я думаю, они бы ответили, что вы неправильно ставите вопрос. Они не говорят, что борются с исламом как таковым. Напротив, в аудиозаписи чиновник использует очень, скажем так, хитрую формулировку. Он говорит, что такие песни саботируют государственную политику свободы вероисповедания и отрывают людей от мирской жизни. С их точки зрения, это не атака на религию, а попытка защитить свою государственную светскую модель общества. Они видят угрозу в том, что религия из личного дела превращается в тотальную идеологию, которая ставит свои законы выше государственных. Они борются не с верой, а с тем, что считают ее политизацией. Но эта грань между верой и политизацией в их трактовке становится просто невидимой. Если «Ассаламу алейкум» — это уже саботаж, то где тогда вообще остается пространство для религии? Получается, любая публичная демонстрация веры может быть расценена как политический акт. И что значит «отрывают от мирской жизни»? Это же, по сути, обвинение в том, что религия мешает людям быть лояльными гражданами светского государства. Это очень опасная логика. Опасная, но последовательная с их точки зрения. Они продвигают идею китаизированного ислама, полностью подконтрольного государству и совместимого с партийной идеологией. Все, что выходит за эти рамки, рассматривается как чуждое, потенциально враждебное влияние, будь то пантюркизм или, как они это видят, пан-исламизм. Для них песня со словом «Аллах» — это не молитва, а потенциальная точка сборки для альтернативной, негосударственной идентичности, и они стремятся такие точки уничтожить. И вот мы подходим к последствиям всего этого для обычных людей. Ведь в записи даются совершенно конкретные инструкции. Людям говорят загружать музыку только из официальных, одобренных государством приложений. И самое страшное — сообщать о подозрительных песнях в полицию по номеру 110. Это же прямое насаждение системы тотального надзора и доносительства. Это превращает общество в сеть информаторов, где соседи, друзья, даже родственники вынуждены следить друг за другом. Это разрушает саму социальную ткань. Разве это можно назвать защитой общества? Это его атомизация, его подавление. Я не могу не согласиться, что это выглядит как создание атмосферы страха. Но и здесь, смотрите, стоит обратить внимание на одну деталь в конце записи. Тот же чиновник пытается как бы смягчить удар. Он говорит, что из 1000 уйгурских песен запрещено всего около 120.
Он пытается представить это не как тотальную зачистку культуры, а как точечную хирургическую операцию. Мол, мы не против вашей музыки, мы против вот этих конкретных вирусов. А инструкции для населения в их логике – это не насаждение доносительства, а обучение гражданской ответственности в условиях информационной войны, призыв к бдительности перед лицом общей угрозы. Но эта гражданская ответственность на практике означает, что любой человек с телефоном становится потенциальным полицейским. И эффект от запрета даже 120 песен гораздо шире. Когда люди видят, что за песню о матери можно получить арест, они перестают слушать не только эти 120 песней, они начинают бояться слушать любую традиционную музыку. Они удаляют старые плейлисты и боятся делиться чем-то даже с близкими. Создается эффект культурного замораживания, когда люди из страха отказываются от собственного наследия. Цель достигается не столько самим списком, сколько атмосферой, которую он порождает. Это справедливое замечание. Эффект действительно может быть гораздо шире, чем сам запрет. Но с точки зрения государства этот охладительный эффект может быть даже желательным побочным продуктом. Он заставляет людей проявлять осторожность, то есть заниматься самоцензурой, что для системы управления гораздо эффективнее, чем прямые запреты. Они создают такие правила игры, в которых самая безопасная стратегия – это полный отказ от любой культурной специфики и переход на одобренный унифицированный контент. Ну что ж, если сложить все это вместе, ретроактивную цензуру, абсурдно широкие категории запрета, криминализацию повседневной жизни и насаждение страха, то, по-моему, вырисовывается вполне ясная картина. Это нелегитимная борьба с экстремизмом. Это целенаправленная кампания по ассимиляции, целью которой является размывание и в конечном итоге подавление уникальной уйгурской идентичности. Музыка — это лишь одна из мишеней. А я же по-прежнему считаю, что, хотя эти меры, они кажутся нам чрезмерными и нарушающими все мыслимые права, они являются логичным, хоть и пугающим следствием того, как государство воспринимает угрозы своей стабильности. В контексте их заявленной борьбы с тремя злами, контроль над культурным и информационным пространством – это не опция, а абсолютная необходимость. Они, возможно, искренне верят, что, не контролируя песни, они в итоге потеряют контроль над умами, а затем и над территорией. Наше сегодняшнее обсуждение очень ярко показывает, как музыка, казалось бы, самый универсальный мирный язык человечества, в одночасье может стать полем битвы. Полем битвы между государственной безопасностью и правом народа на свою культурную самобытность. Абсолютно. И этот материал оставляет нас с очень сложным и, по сути, открытым вопросом, где на самом деле проходит грань между необходимой защитой общества и необратимым подавлением культуры. И возможно ли вообще найти эту грань, когда государство считает саму культуру главной угрозой,